Знаете, конечно, чувств очень много, особенно внутренних, потому что до глубины души затронуло и исполнение труппы, и, конечно же, музыкальное сопровождение и тексты. Все было очень драматургически, грамотно, интересно выстроено. Невозможно было оторвать глаз от сюжета, от того, насколько харизматичны солисты. Я поздравляю от всей души труппу и хочу сказать, что, конечно, этот спектакль должен быть, его должны увидеть наши зрители казахстанские, потому что здесь говорится об общечеловеческих ценностях, о любви, о том, как цветотень играет, как добро и зло играет, и насколько было элегантно показана вся составляющая человеческой сущности. От доброты, любви до низменных, очень жестоких и настолько, скажем так, осуждающих, которые чувства осуждают человечество. Я благодарю за то, что было очень интересно хореографически это подано, потому что действительно язык тела, он, возможно, даже больше может выразить, скажем, невербального восприятия текста, а когда уже идет и музыкальное сопровождение, построенное на народных песнях, когда звучат народные инструменты, вплетенные в современное звучание, это создает целостную картину современного развития уйгурской классической музыкально-драматургической даже культуры. Благодарю вас, дорогие друзья, за прекрасный вечер. Я вообще очень рада сегодня посетить уйгурский театр. Я уже не первый раз здесь, и меня очень радует репертуар уйгурского театра. Уйгурский театр сегодня очень растет в плане театра, современного театра, открытого театра, к экспериментам открытого театра, к новым жанрам. И он идет, здесь такое интересное соединение Европы и Азии, восточной культуры уйгурского народа и интеграции современных поисков современного театра, европейского театра. И это такой угол зрения, который вытаскивает корни, ритм, традиции, вот эту вот кровь, как бы сердцебиение, сок именно уйгурского не народа, я бы сказала, а вот такого какого-то генофонда даже, на уровне генов таких, да, этот ритм вживается. И он соединяется с видением режиссера-хореографа в данном спектакле, режиссера-хореографа Сайпедина Мамут, с этим видением, преподнесением этой культуры и преподнесением этой легенды, этого мифа. И вот это соединение также хореографий, и модерн-хореография, и абстрактный театр, и сюрреализм здесь есть. И здесь есть уйгурский народный танец, но он стилизован, и стилизован вкусно. И есть даже классический танец, который дуэтно-классический танец, много очень поддержек из дуэтно-классического танца. Очень великолепный подбор музыкальный, то есть это прям большая заслуга композитора, потому что самое сложное в постановке спектакля – это подбор музыкального материала и хорошая либретто, хорошая драматургия. А здесь все сошлось. Поэтому поздравляем театр с такой работой и поздравляем Сайпедина. Действительно, сегодня здорово. Прошла такая премьера, которую я, наверное, ждала много лет. Я просто сегодня счастлива, потому что дети, которых мы вырастили, сегодня осуществили эту мечту. На сцене прозвучал балетный спектакль. Да, полноценный уже балетный спектакль в Хатнахне. Вот оно в синтезе прозвучало национального, плюс еще синтез классического, элемент классического танца и элементы современного танца. Такой синтез, симбиоз, скажем, да, всех стилей. Мальчик Сайпедин сумел, хореограф, осуществить вот этот синтез. И ну, как-то континентность была во всем этом, то есть незаметно были переходы. Вот. Затем синтез его хор, вокал вот этот вместе с хореографией, оно всегда всю жизнь было, но здесь в балете это было впервые. Я бы отметила еще световое оформление. Свет художника света, ну, отработал классно на высшем уровне. Оно как бы дополнило и раскрыло идею
И Анна Нурхан, мы знаем, что в народе действительно это классика, это то наследие, которое сейчас звучит во всех разных аранжировках. И композитор, который сумел этот лейтмотив расширить, вынести его в балете. И я бы сказала, это впервые, наверное, в этом театре. Хотя первый балет, вы знаете, что был написан Кудусом Кожемьяровым, да, в постановке Заура Молдогалиевича Райбаева. Вот, и когда это ставилось в оперном театре. А сегодня, ну, так скажем, конечно, в 21 веке это было большое, я скажу, ну, явление даже, прям не побоюсь сказать, явление молодого композитора, ну, уже состоявшегося композитора, несмотря на его возраст, Искандерова Газиза, и плюс эпидемию творческих успехов, удачи и процветания нашего театра. Спектакльде әрине бір тема, бар аяғы тема махаббат. Махаббат, адамгершілік деген, әр адам өзі бақыт тілейді, бірақ спектакльде айтылды ғой. Біз бәрімізді бақыт тілейміз, бірақ бақыт жолында басқаларға қайғы жасамау керек. Махаббат деген тема әр уақытта болады. Өйткені өмірде ең негізгі сезім сол махаббат. Сол үшін мұндандай тема болады әрдайым. Бірақ оны қандай әдістермен көрсету. Соны біз бүгін көріп отырмыз. Біріншіден музыкамен көрсетіп жатыр, екіншімен қимылдармен немелермен. Бүгін театрымыздың сахнасында Ана Нурхан ұсулық спектаклінің премьерасы болып өтті. Бұл спектакльда Рухсар ұсул ансамблі білән драма актерлары həmkarlıqda birlə işildik. Məzkur spektakl Uyğur xalqının rivayətiga asasən vücudğa gəldi. İşləş jarayonida mən baş ministeriyyətində Rухсар ұсул ансамблі білән drama artistlərinin spektaklға болған қызықшыны байқадым. Mən oylaymanki, bu spektakl bilan biz tomoshabinlarimizning ko'nglidan chiqardik.